Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В истории разных стран были события, серьезным образом повлиявшие на судьбу этих стран. Эти события иногда могут изменить ход истории мира. Битва при Чанаккале 104 года назад и стала одним из событий, изменивших ход истории. В районе Санджак-Тапе провинции Стамбула в Турции построили мини-комплекс Чанаккале. Съемочная группа программы «Мост дружбы» побывала в этом могучем комплексе. Нам о битве в Чанаккале рассказал руководитель объединения культуры и солидарности Йорук Туркменов Кардешлик и почетный президент Ассоциации туркменов Юзуф Эзель. Kardeşlik, Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği'nin başkanı olarak ve de kıymetli misafirlerimiz Ramiz Bey ve Hüküme Hanım Efendi ile İstanbul'umuzun Sancaktepe semtindeyiz. Война началась в феврале 1915 года и завершилась в декабре того же года, оставив позади сотни тысяч погибших, пропавших без вести, пленников и раненых. Это была одна из самых серьезных трагедий в мире. До этой войны Турция уже понесла большие потери, а в этой погибли молодые юноши, призванные на фронт в порядке срочной мобилизации. По этой причине войну еще называли «войной 15-летних». Турецкая народная песня «15-летние идут по тернистому и скалистому пути, глаза девушек полны слез» – это песня о данной войне. В стихотворении Мехмета Акифа Эрсоя, посвященного павшим героям в Чанаккале, говорится о войне и ее героях, сопоставленных старого и нового мира. Погибшие за османское государство воины были представителями разных стран, входивших тогда в состав империи, или же добровольцами. Наряду с округами, входящими в состав современной Турции, это были выходцы из балканских стран, Ближнего Востока, Кавказа, а также из Кыргызстана. Ben şimdi arkamdaki temsili heykeli bulunan Seyit Onbaşı'nın çok kısa bir şeyini anlatacağım. Битва при Чанаккале была движением сопротивления на фронтах османской армии, угнетенных народов против империализма. Несмотря на техническое преимущество, империалисты не смогли одержать верх над народами нашего региона. В ходе битвы при Чанаккале и несколько позже национально-освободительной войны помощь воинам оказывали мусульмане Южной Азии и, в частности, Индии и Афганистана. Поэтому героический эпос Чанаккале является символом надежды для человечества. В наши дни глобальные темные важны и метод борьбы, тактика. К сожалению, в настоящее время в конфронтации и борьбе с империалистическими угрозами имеют место заявления, выражающие отчуждение, ненависть, противопоставление. Сложно представить, что люди не выражают ненависти к оккупантам. С этой точки зрения битва за Чанаккале и последующие события могут быть для нас путеводителем. Поскольку в истории таких стран, как Австралия и Новая Зеландия, практически не было войн, то они отнеслись к войне в Чанаккале с точки зрения образования нации. При этом наша нация является именно той, которая не нуждалась в создании другой в результате побед, поражений, любых войн. Мы являемся одной из редких наций, которая не нуждается в других и способна быть цельной и завершенной. Это характерно и для Чанаккале. Несмотря на 250 тысяч павших воинов, боль, слезы мы не создали для других. Наше видение, перспективу нашей истории и цивилизации наилучшим образом описывают слова Ататюрка, сказанные в отношении воинов Анзак. «Матери, пославшие сыновей в далекие края, осушите ваши слезы. Ваши сыновья нашли вечный приют у нас. Они погребены на наших землях, и их покой ничто не потревожит. После того, как они погибли на наших землях, они стали и нашими сыновьями».
Кыргызстан благодаря своим природным красотам, богатствам истории и культуры, а также гостеприимности обладает большим туристическим потенциалом. Число туристов, посетивших нашу страну, постоянно растет, появляется необходимость в новых объектах инфраструктуры с высококвалифицированным персоналом. Высшее образование в области туристического бизнеса становится необходимым звеном в дальнейшем развитии этой сферы. Именно поэтому целью Высшей школы туризма и гостиничного дела является подготовка квалифицированных специалистов отрасли туризма для Кыргызстана и всего тюркского мира. Недавно в Кыргызско-турецком университете Манас состоялась церемония выдачи сертификат для 12 стажеров из Кыргызстана. Стажеры прошли двухнедельные курсы в 5-звездочных отелях в туристическом городе Турции Анталии. Выступая на церемонии, советник по культуре и туризму посла Турции в Кыргызстане Нурия Шимшеклер, ректор Кыргызско-турецкого университета Манас, доктор, профессор Себахаттин Балджи, координатор ТИКа в Кыргызстане Али Муслу и другие отметили, что туристический бизнес в современном Кыргызстане является объектом внимания государственных и неправительственных организаций. В связи с этим вызывает интерес опыт развития туристического бизнеса в Турции, который могут служить образцом успешного развития турбизнеса в своих регионах. Ректор поздравил участников с опытом работы и выразил уверенность в секторе туризма, которая будет способствовать развитию экономики Кыргызстана. Жана биздин üniversitetin максатын талап кылган сапат менен аларды тарбиялап кызматка даяр кылдык. Албетте дагы бир жолу кутташыбыз керек. Биздин бу программага катышып Түркияга барып ийгиликтүү бир жыйынтык менен келген биздин курсташтарыбызга işlerinde birinciden ilgili kalayımın, aları ilgiliktü işleri sebebinen çın dilimden kutuktayım. Глава Департамента туризма Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Максат Дамир Оолу поблагодарил турецкую власть за поддержку проектов, предусматривающих развитие туристического сектора в стране. Биринчи рет Түркия мамлекетинин Кыргыз-Түрк Манас университетине ТИКа координаторуна, Түркия мамлекетинин Кыргыз Республикасындагы элчисине чоң рахмат айтмакчымын. Анткени ушундай чоң долбоорлор, биздин проекттер, биздин Кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө аябай чоң салымын кошуп келип жатат. Ушуга бир чоң рахматымды айтып кетмекчимин. Урматтуу катышуучулар, ушул проект, ушул долбоор аябай жакшы долбоор экен. Мен дагы мындай карап көрдүм, маалымат менен тааныштым. 2 жума бою силерди Туркияда профессионалдар катары ошол мейманканаларда, ресторандарда өзлөрүнүн билимин бөлүшүп, силерге билим берип, окутуп келген ага эжелерге дагы чоң рахматымды айтам. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанда туризм 4 эң приоритеттүү багыттардын ичинде кирген, 4 приоритеттүү экономикабызды өнүктүрүүчү секторлордун ичине кирген. Анын бир мисалы жакын арада январь айында биз мамлекеттик деңгээлде туризм чөйрөсүн өнүктүрүүдөгү 2019-2023 жылдарда 5 жылдык мамлекеттик программабызды бекиткенбиз. Ал программанын ичинде кызмат көрсөтүүнү дагы жогору койгонбуз. Анткени туризмди өнүктүрүүдө кызмат көрсөтүү бул өтө зарыл. Анан айтып кететүчү нерсе, биз кызмат көрсөтүүдөгү кадрларды даярдоо, алардын квалификациясын жогорулатуу бизге дагы аябай чоң тапшырма коюлган. Азыркы учурда профессионалдык жана техникалык лицейлер менен чогуу биргеликте, силерге окшогон Кыргыз-Түрк Манас университети менен биргеликте дагы башка Кыргыз экономика университети бар, туризм академиясы бар, ошолор менен биргеликте башка мамлекеттер менен тыгызда көпүрөлөрдү, сиз айткандай көпүрөлөрдү, достук көпүрөлөрдүн
салып, ошонун ортосунда бир иштерди жүргүзүп, тажрыйба алмашууну жүргүзүп, биз кадрларды даярдашыбыз керек. Анткени бул жерде жакшы да белгилеп кетти. Түркия мамлекетинин элчилиги айтып атат, туризмде өтө узак мөөнөттө жемишин ала турчу бир секторда. Бүгүн эле айыл чарбасындагыдай бүгүн эле эгинди сээп туруп, анан жазында эгинди сээп туруп өзүндө түшүмүн алчу сектор эмес. Туризмде бүгүн жасай турган иштерибиз бир барып бир 10 жылда, 5 жылда жемишин бере турган секторда. Ошого биз жакшы бир көңүл бөлүп, бүгүн иш аракеттерди туура багыттарды тандап алсак, буюрса бир 5 жылдын ичинде, 10 жылдын ичинде Кыргызстандагы алдыга созуп чыгып, туризмди бир жакшы деңгээлге чыгарабыз деген ойдомун. Баарыңарга чоң рахмат. Дагы белгилеп кетким келет, ушул ТИКа координатору менен Кыргыз-Түрк Манас университетине дагы чоң рахмат. Буга чейин дагы көптөгөн проектлерди жасаганбыз. Ушул дагы долбоордагы бизге аябай керектүү нерсе. Анан дагы суранып кетет элем. Ушун менен эле калып калбастан бул пилоттук катары бүгүнкү күндө ишке ашты. Андан дагы келерки жылдарда дагы, ушул жылдарда дагы башка дагы Кыргызстандын аймактарынан, региондорунан алып келип, ошол мейманканалардан же болбосо ресторан, кафелердин жетекчилерин болобу, менеджерлерин үйрөтүп, бир тажрыйба алмашуу өткөрүп, Түркияга алып барып келип, же болбосо Кыргызстандын ичине эле Түркиялардан эксперттерди алып келип бир окутсак, жакшы бир натыйжага жетебизби деген ойдомун. Силерге ошого дагы бир ирет чоң рахмат. Анан катышуучуларга дагы саламымды айтмакчымын. Биринчиден, экинчиден силер ушундай жакшы тажрыйба алып келгениңерге биз аябай ыраазыбыз. Ошол тажрыйбаңыздарды, билимиңиздерди өзүңөргө эле калтырбастан, ошону практика жүзүндө ишке ашырып, силер менен чогуу иштеп жаткан кесиптештериңерге, иштеп жаткан кызматкерлериңерге билимиңерди бөлүшүп, дагы чоң ийгиликтерге жетишиңерге мен чын дилимден тилектешмин. Чоң рахмат. Benim adım Harun Ceylan. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi'nde sosyologiya bölümünden mugallimim. 3 yıldan beri Kırgızistan'da işledim. Sizin canı bir kitabınız çıktı. Evet, bizden canlı kitabımız var. Karılık Sosyologiyası degen. Bu kitap Kırgız-Türk Manas Üniversitesi'nin Başkarılık Keneşi'nin seçimi boyunca basıldı. Bu kitap Kırgızistan'da karılık yönünde basılgan ilk kitap. Kitapta karılık, kartayu, cana sosyallık kartayu öngdüğü temalar menen birge. Karılar koşuktu, karılar tuşkan sosyallık meseleler, karılık boyunca teoriyalar, cana karılarga körsetülgen kızmatlar, karılık sosyologiyası öngünen karaldı. Kitabın mazmununda karılık cana kartayu temaları canında karılıktın türleri, psikologiyalık, sosyologiyalık, kronologiyalık karılık türleri var. Bu kitap Kırgızistan'daki yaş baldardın karılar yönündeki oy fikirlerini ele alan bir İzildöğünün cıyıntıkı teoriyalık bölümü de var kitaptın. Yalnız Türkçe mi, Kırgızca mı? Bu kitap Türkçe, birok cıyıntıkı Kırgızca. İngiliz dilinde, Orus dilinde, Türk dilinde ve Kırgız dilinde de kıskaca malumatı var bu kitapta.
В рамках своей деятельности в Кыргызстане представительство Северного Кипра в Бишкеке впервые при поддержке посольства Турции в Кыргызстане провели футбольный турнир среди школьников под девизом «Северный Кипр, Кыргызстан. Турнир дружбы». Церемония вручения наград победителям прошла в здании турецкого лицея. Было отмечено, что на этом дружественном матче участвовали 50 школьных команд. Открывая мероприятие, представитель Северного Кипра в Бишкеке Атынч Кескин сказал следующее. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim özdeyişinden yola çıkarak bir sporcuda olması gereken zeka, çeviklik, ahlak yanında da sporun evrensel anlamda önemli diğer iki ilkesinin dostluk ve kardeşlik olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Я хочу начать свою речь с большим удовольствием, отметить, что организован детский футбольный турнир между Кыргызстаном и Турецкой Республикой на Северном Кипре в 5 категориях, состоящий из 50 команд, который воплотился в жизнь благодаря начальной бишкекско-турецкой школы 23-24 марта 2019 года в рамках под эгидой посольства Турецкой Республики Кыргызстана и представительства Турецкой Республики на Северном Кипре. Наш великий лидер Мустафа Кемаль Ататюрк сказал, что он любит в спортсмене прежде всего ум, его проворливость и моральные ценности. Но в то же время большое значение придавал еще другому принципу. Этот принцип заключается в дружбе и в братстве наших народов. Как известно, как и во всем мире, в Турецкой Республике на Северном Кипре самым популярным видом спорта является футбол. Я могу сказать, что эта тенденция растет с каждым днем во всех возрастных категориях. Большое значение придает родина-мать Турецкая Республика на Северном Кипре, материальную и духовную поддержку оказывает именно в спортивном секторе и придает этому большое значение. Очень большую пользу приносит то, что турецкое государство оказывает очень большую техническую и финансовую помощь для создания, для модернизации именно в спортивном секторе, который оборудует и восстанавливает те ресурсы, которые имеются на данный момент. Под эгидой братства и дружба в Кыргызстане, так и в Турецкой Республике на Северном Кипре мы хотим развивать эту тенденцию. Я хочу сделать ударение на том, что я приложу все усилия для того, чтобы развивать, поддерживать, оказывать поддержку в этой сфере. Всем спасибо всем участникам, которые были организаторами и участниками данного турнира. Хочу поблагодарить всех. В церемонии также приняли участие посол Турецкой Республики в Кыргызстане Джингиз Камиль Фырат, супруга посла Василики Фырат, советники посольства Турецкой Республики, координатор ТИКа в Бишкеке Али Муслу, проректор Кыргызско-турецкого университета Манас, доктор, профессор Гусейин Огют, а также учителя, родители и гости.
Сегодня спортивный клуб «Анатолий» организовал вместе с представительством Северного Кипра. Что можете сказать по этому поводу? Что даст нашим детям и между государствами Турции, Кыргызстана, Кипра? Меня зовут Асель, фамилия моя Бектурганова. Я сама первый год являюсь членом правления спортивного клуба «Анадолу», общественное объединение. В то же время я сама по образованию экономист, работаю преподавателем в Кыргызском национальном университете на экономическом факультете. Сегодняшний турнир, который был впервые проведен, детский футбольный турнир в честь дружбы между Кыргызстаном и Турецкой Республикой, дает очень положительный, важный момент. Это очень большое событие в жизни каждого ребенка, потому что через футбол люди, дети находят общий язык, они учатся работать в команде, дружить, общаться, обучаются языку. Самое главное, цель, мне кажется, это укрепляет дружбу между детьми, потому что неважно, кто на каком языке разговаривает, неважно, кто какой национальности, все мы люди, всем нам не чужды эти чувства, и работа в команде, игра, это, во-первых, делает детей целеустремленными, они заботливые, мне кажется, потому что когда в команде они заботятся друг о друге, коллективно добиваются какую-то цель. Во-первых, это в здоровом теле здоровый дух, говорят русские, то есть если ребенок физически здоров, то он и духовно будет здоровым, и вырастет достойным гражданином, скажем так. Его спорт дисциплинирует, и это помогает ему в учебе, и у него тем самым приобретаются еще другие навыки, скажем так. То есть это, не знаю, развивать футбол и спорт, наверное, должно любое государство, любой здравомыслящий человек, любой здравомыслящий родитель вкладывать в спорт. Действительно можно считать мостом дружбы, да? Конечно, это мост дружбы, который укрепляет детей разных народов, разных стран, разной национальности и разных религий. Потому что если посмотреть участников, детей, здесь имеются, я не знаю, я не считала, но очень много национальностей. На территории Кыргызстана проживает с лишним, не знаю, по статистике точно не знаю, но очень представителей более 80 национальностей. Практически каждый представитель этой национальности имеется в этих футбольных клубах. Вы уже третий год член, являетесь спортивным клубом «Анатолий». Первый год вы членом, а этот клуб уже третий год. Клуб уже работает третий год, на территории Кыргызской Республики, как общественное объединение. Зарегистрированы они. И президентом является Якуб Минсар, который тоже здесь долгое время, 8 лет он здесь уже проживает, обучался в Турецко-Кыргызском университете Манас, закончил. И сам, увлекаясь, являясь профессиональным футболистом, решил объединить, скажем так, народ через спорт, А весь в Кыргызстане я слышал во время выступлений, что филиалы или отделения открываются, да? Да, у него целью является именно в регионах, скажем так, недоступных, отдаленных регионах открыть филиал для того, чтобы дети имели доступ тоже именно к профессиональному образованию по футболу, либо по другим еще каким-то спортивным секциям. Потому что это не говорит о том, что в городе или в Чуйской области только одаренные дети есть и в каждом селе, в каждом городе, независимо от географического расположения. Одно является воспитание молодежи. Обязательно. Это самый такой мощный, скажем так, фактор. Именно через спорт можно воспитывать людей, прививать им физическое, духовное, не знаю, еще какое-то, ценности и развитие. Ваш сын тоже награжден, я видел. Да, мой сын только в этом году, к сожалению, только мы первый год стали участвовать, он ходит на этот футбольный клуб, вошел, стал играть, увлекается. То есть это так, потому что у детей есть энергия, которую нужно куда-то тратить, и эту энергию надо направить, скажем так, целенаправленно на какие-то благие дела, то, что приносит пользу как самому ребенку, так и обществу. Откуда турецкий язык вашего сына? Муж, Раматаллы муж, гражданином Турции, поэтому он обучается в турецкой школе, и оттуда я знаю турецкий язык, скажем. К чему призывали вы нашим детям, молодежь через наши программы «Мост дружбы» телеканале «Правда»?
Я призываю всех родителей занимать детей спортом, развивать все их навыки, потому что сейчас в информационный век есть очень большая зависимость от этих сотовых телефонов, гаджета, интернета. Да? Это является, отрицательно сказывается вообще на развитии. Поэтому мы должны стараться, будучи родителями, будучи гражданами своей страны, стараться воспитать здоровое поколение, да? Здоровую нацию, и оставить после себя достойное наследие. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы «Мост дружбы» для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами. Принимая от вас приветы и поздравления, мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52. Известному шахтеру, герою труда, благотворителю года, руководителю ОСО «Кызылбулак» города Сулюкту Лейлекского района Исманали Джумабай-Уулу исполняется 56 лет. Его поздравляют шахтерский коллектив, друзья и родственники с днем рождения. День рождения – хорошая дата, но немножко грустно всегда, потому что летят незаметно наши лучшие в жизни года. День рождения – особая дата. Этот праздник ни с чем не сравнить. Кто-то умный придумал когда-то имениннику радость дарить. Радость встречи, улыбки, надежды, пожелания здоровья, тепла. Чтобы счастье безоблачным было, чтобы успешными были дела. Бүгін сенің толған күнің, күн нұрына жуынған күнің, уыз жітіңа асман жер су, дүйні балқып тұрған бүгіне. Құтты болсын, құт болсын, толған sözdür, жақшы ойлар, ырлар бүгін. Бар саға бұл ырда сұнған гүлім. Бақ бөлөтің ташып тұрсын, бар жамандық қачып тұрсын. Ар бір şattı ırız teşik açıp dursun ey. Kutlu olsun, kut bolsun tulgan günün. Жақшы sözdür, жақшы oynar, ırlar бүгін. Бар саға бұл ырда
teşersin